Усім прывітанне, гэта жывы ранішні эфір Еўрарадыё. Сёння пры мікрафонах Маша Калеснікава, Евген Калмыкоў. А наш госць гэта Віталь Драздоў, некалі радыёвядучы і дырэктар творчага аб'яднання «Дзеці сонца». Ну, а цяпер вядомая медыяперсона ва ўкраіне, генеральны прадзюсар медыа-холдынгу «Тавр Медиа», сябра журы Еўрабачання і гэтак далей. Прывітанне, Віталь. Доброй раніцы. Як у вас увогуле справы? Все хорошо, жизнь идет. Кипит. Я думала, што вось пасля таго, як вы сталі, як вы аджурылі ў Еўрабачанні, вы паедзеце недзе на мора адпачываць, таму што гэта быў сапраўды такі напружаны перыяд ўсё ж. Але вы приехали в Беларусь. Нет, на море я не поехал, потому что очень много работы. В холдинге появилась одна радиостанция новая, нужно ее переделывать, наше радио. Вот, затем нужно... Перезапустили вот неделю назад другую радиостанцию «Радио Мелодия». Вот. Есть еще парочка шоу, которыми нужно заниматься. Одним словом, пока еще даже не планировали с семьей отпуск. Але вы приехали в Беларусь? Ну, да, я регулярно приезжаю. Слухайте, вы працягваеце слухаць по 300 песень у дзень, як вось я недзе прачытала, што у вас такая фішка ёсць. Ну, может, не по 300, но большое количество песен я прослушаю. Вот сегодня с утра я там много ходил пешком по Минску уже, и, наверное, новых песен тоже штук уже 30-50 прослушал. Там были некие выканаўцы белорусские у вас? Сиропа прослушал с утра. И як, до речи? Вот. Я не знаю, вот тут сидит продюсер. Любопытно, как вам, «Право Виталий? первой ночи». Но... Мне кажется, есть еще над чем работать, но это хороший альбом, как первый альбом. Вот. Мне сложно сейчас это сказать, потому что понимаете, дело в том, что я с первого раза, после первого прослушивания никогда вообще комментариев никаких не даю, потому что музыка — это такое сложная субстанция, особенно когда речь... ко мне же все обращаются для чего, спрашивают. Это, как дальше? Может ли это завоевать какую-то аудиторию, там, более массовую или менее массовую? Если говорить с точки зрения просто как обывателя, как любителя, там, некоммерческой музыки, то мне очень понравилось. А для того, чтобы понять потенциал, как это может на насколько большую аудиторию зайти, мне нужно послушать несколько раз там, песню или альбом, потому что, в этом деле, это ж маркетинг чистой воды. И аудитория, она очень многослойная, есть там разные целевые аудитории, и для того, чтобы понять, соотнести любую музыку с этими разными аудиториями, нужно мне много раз послушать, чтобы, попытаться как-то прочувствовать, побыть в шкуре женщины 40-летней или подростка там 15-летнего. Профессия твоя, получается, очень сходна с актерской. С режиссерской, скорее. Все время в какой-то образ входить. Может, образ целевой аудитории. Это, скорее всего, больше похоже на режиссерскую работу, когда режиссер пытается там посмотреть на мир глазами, не знаю, там, Гоголя или Дунина Мартинкевича, чтобы погрузиться и попытаться в этом... если это произведение старое, то попытаться найти в этом современное какое-то прочтение, чтобы Дунин Мартинкевич думал про... сегодняшний день. Вот. Поэтому это все-таки не актерская, режиссерская, я считаю. Продюсерская. Віталь, сколькі вы праслухалі разоў песні удзельнікаў Еўрабачання ад Украіны, так, нацыянальнага адбору? Сами песни, наверное, прослушал там раз... до конкурса еще. Там раз по 7, наверное, но это была не главная подготовка. Я прослушал раза 2 вообще все их творчество, которое было доступно. Благо, это еще молодые артисты, у них не так много альбомов, максимум по одному. Вот. И прочитал все интервью этих ребят, чтобы понять, кто они, и попытаться понять их код, что ли, да? Кто они, что они, для чего они, куда они стремятся. Вот. Потому что, на мой взгляд, в Украине очень интересно получается нацотбор. Это одна из главных сейчас площадок для того, чтобы молодые неизвестные имена смогли о себе как-то заявить. Вот. И чувствовал свою ответственность в этом плане, потому что если там другие члены жюри могут оценивать
этих артистов только с точки зрения этого номера, что они видят, а я все-таки понимаю, что многие, и в интервью многие конкурсанты отмечали о том, что здорово, что такой человек в жюри, потому что он как раз может помочь надыхнуть, вдохновить на какие-то следующие действия, следующие шаги. Потому что с Евровидением жизнь не заканчивается. Но все-таки про Евровидение. Вот есть такая тенденция, что песня становится все менее значимой, как самостоятельное отдельное произведение, и все больше воспринимается как часть образа, бэкграунда артиста. Есть такое? Абсолютно есть, ты абсолютно прав. Мне кажется, что Евровидение за последние 10 лет прошло интересный путь. Не знаю, хорошо это или плохо. Для меня, как для любителя музыки, может, и не очень хорошо. Но, в общем-то, скорее превращается в цирковое искусство. Смотрел ли ты номер от Исландии, который в этом году поедет на Евровидение? Женя не глядел, але я глядела, і це вельмі круто, сапраўды. Вот, что круто? Там увогуле ўсё вельмі такая класная, смачная коллаборация. То бок там и яны играют на смешные инструментах. Танцы, смешные так. майнкрафтовские музыка, майки, так. инструменты из Майнкрафта, смешные движения. Песня вроде тоже неплохая, прикольная. Но это, получается, становится неким синтетическим искусством, которое... Дюсалей. Дюсалей, совершенно верно, который объединяет в себе разные жанры искусства. И в целом ведь в чем... На самом деле суть Евровидения. Это за 3 минуты удивить и сделать какое-то вау-чудо. И неважно, чем ты запомнишься. Вот если помните, лет 10-13, по-моему, назад победила финская группа Лорди. Да? Тяжелый хард-рок в таких смешных нарядах. Вот. И, группа Кис, а-ля. Вот совершенно верно. Очень хорошее сравнение с группой Кис. Потому что группа Кис... на наших просторах скорее больше известна не столько своей музыкой, за исключением одной песни, а своими плакатами, ярким имиджем. Вот, как мне кажется, начиная с группы Лорди и начался этот новый отсчет Евровидения, когда многие думали, что это они победили, потому что хард-рок такое необычное. Нифига хард-рок никому уже не нужен. Это комикс. Хард-рок — это фон был. Это мультик, это прикольное... я это называю мультиком. Вот. Поэтому я и считаю, что, в принципе, это цирковое искусство. А в цирковом искусстве могут быть удивительными иногда клоунада, иногда эквилибристика, иногда, не знаю, жонглеры, а иногда и серьезный грустный мим, который что-то там грустно делает под щемящую грустную мелодию. То есть это может быть разное, но это все равно это цирковое искусство, синтез разных жанров. Маша, извини, продолжаю эту тему. И насколько вот этот образ влияет потом для принятия твоего решения, когда ты на радио программируешь там, плейлист? Да, абсолютно разные вещи, потому что я вот это понял, когда работал готовился к Евровидению, я понял, что это, в принципе, принципиально разные вещи. Они в чем-то где-то пересекаются, но радио работает с песней. Радио работает с музыкой. И почему я слушаю музыку, когда отбираю на радио минимум 3 раза, для того, чтобы понять, насколько это песня может лечь в сердце на определенную полочку и затронуть какие-то твои глубинные пласты души, и затем в течение долгого времени быть своим месседжем или своей мелодией, где-то греть тебя в твоей жизни. То есть это долгосрочная какая-то штука достаточно. Пусть даже это длится 2-3 месяца. Потому что песни однодневки это тоже не на один день, они все-таки на 2-3 месяца работают. То Евровидение это как-то спринтерская, короткая дистанция, 3 минуты, за которые ты удивляешь или не удивляешь. Это очень, интересный жанр. Это скорее Твиттер, а, наверное, радио это больше какой-нибудь не знаю, Life Journal. Слухайте, украинский номер у гэтым годзе, там, няма цирка Дюсалей, так? С чем он мусит здзівіць? А почему вы считаете, что там нет цирка Дюсалей? Цирк Дюсалей это же не какой-то комические номера. Цирк Дюсалей, там есть серьезные вещи, которые
которые заставляют людей плакать. Калмыков специалист, по-моему, по цирку дю Солей. И часто плачет над ним. Вот. Значит, главное в цирке, если вы там, смотрели какие-нибудь хорошие цирковые программы, это магия, которая возникает от того, когда будь то человек жонглирует или показывает фокусы. Вот. И, на мой взгляд, во время выступления коллектива Go-A, который от Украины победил в нацотборе, это именно магия, которая родилась во время номера. Эта магия была очень хорошо видна из зала, потому что моя супруга была в зале с моим сыном, другие люди мне говорили. Вот. Чуть меньше эта магия была видна, очевидно, по телевизору, но судя по тому, что люди тоже проголосовали, поставили их на первое место, эта магия ощущалась. При этом ни один здравомыслящий человек до начала конкурса не то, что их не ставил на первые места, а, в принципе, не прочил, что они даже как-то там займут места выше 14-го. Вот, то есть не пройдут финал. У них получилось, наверное, соединить чистое пение, потому что там человек-машина поет. Вот. Какой-то достаточно незамысловатые биты, которые нравятся широкой аудитории. Да? Они там ровные, прямые. Вот. Любителям музыки оно может кажется таким уже не очень современным, вот, но это классика. И какой-то, наверное, культурный национальный код, он тоже сыграл свою роль, вот, и какой-то номер, не знаю, кто победил, кстати, группа на украинском? Go-A. Да, не готовы к интервью, товарищ. Женя у нас не цікавиться Євробаченням, нехай вже признається щиро. Слухайте... На белорусское хоть смотрел? Так само не. А я смотрел. Пока не. Уже и не посмотришь. YouTube есть. Это все уходит, это все скоропортящийся продукт. Слухайте, у нас такая тенденция, что упершыню атрымалася, что до нас приехали міжнародныя журы, так, яны судзілі, і у нас тут песні на беларускай мове, песні таксама адаптацыя такого фальклору, так, але, беларусы зноў незадаволеныя, і, напрыклад, гэта такі мой боль, што каго б мы не выбралі на Еўрабачанне, нам заўсёды не падабаецца. Вось што з гэтым рабіць? Ничего с этим не делать, к психологам идти, каждому лично. Потому что, мне кажется, что... Вот я же сам белорус все-таки, да? Мне кажется, у нас это где-то в современном нашем коде прописано о том, что, когда мы чем-то недовольны, чем-то своим, нам от этого немножко хорошо. Потому что мы все время пытаемся найти, чего греха таить. Жизнь не идеальна, жизнь каждого из нас не идеальна. Есть какие-то минусы и желание чего-то большего. И когда жизнь нам подбрасывает, посмотрите. Конечно же. Вот. Меня в аэропорту встречает брат всегда, когда я приезжаю в Минск. Вот. И я узнаю эти всегда, как тут? И всегда есть на что пожаловаться. При этом брат у меня очень оптимистичный и добрый человек. Ему то власти не нравится, то улицы не так убирают, то еще что-то. Он не ворчливый. Но просто, наверное, нам действительно иногда нужно сказать... помните старый анекдот, который очень любили зарубежные гости рассказывать про Минск? О том, что прилетает человек и везет его таксист, и как в Минске чисто. Он говорит, вы не знаете, почему так чисто? Потому что белорусам выбрасывать нечего. Понимаете, то есть мы всегда можем найти в любых позитивных вещах какой-то минус, и, наверное, нам это нужно. Я с этим ничего не думаю, что не нужно делать. Это нормально. Это то же самое, что у любого талантливого человека, которого возглавляет какое-то большое движение или компанию. Есть такой, знаете, слышали комплекс самозванца. Да? У любого талантливого человека, которого все говорят, что ты на своем месте, он себя чувствует, что я все-таки, наверное, незаслуженно это все делаю и занимаю пост. То же самое и с белорусами. Комплекс того, что что-то все-таки не так. Мне кажется, это нормально, потому что комплекс самозванца, говорят, помогает творческим людям идти дальше. Совершенство, совершенно верно. А то, что в Евровидении... Да нет, хороший номер достаточно. Я думаю, что, не знаю, наверное, должен выйти в финал. Но самое главное же не это. Извините, вы сейчас в разговоре не участвуете. Вы не смотрели нацотбор белорусский. Я как раз хотел спросить, кто победил.
дуэт Well, ты не ведаеш. Але яны до нас уже шмат разоў прыходзілі. Хороший дуэт. Вот. Ну, во-первых, надо отдать должное и все-таки искать какие-то позитивные стороны. В этом году, как мне кажется, Беларусь сделала достаточно там большой шаг в плане нацотбора. Мне кажется, в этом году чуть ли не впервые, наверное, не было вопросов о подковерности, Так, кулуарности это выбора. Вот. Во-вторых, это было, как-то более по-честному, какое-то более демократическое что-то. И ведь какая главная проблема белорусского нацотбора? Это артисты и продюсеры, которые могут, в принципе, вложить в номер и так далее, они не верят в то, что этот выбор честный, они верят в то, что все уже заранее определено каким-то там кумовством, не знаю, или чем-то еще. Але тут такой момент так само, я что... прошу прощения, ваша, закончу мысль. И, в принципе, есть надежда, что если так будет там еще там 1-2 года продолжаться такая же история, то через 2-3 года мы получим в нацотборе Беларуси более мощный пул артистов, который будет бороться за победу. Соответственно, сам конкурс приобретет более как высокий статус среди белорусского общества, и будет... и журналисты будут больше этим интересоваться. Одним словом, будет выхлоп больше. Потому что в Украине сейчас что происходит последние годы? Последние года 3-4. Это в феврале одно из самых знаменательных событий. Все обсуждают, и малейший скандал, который может вокруг этого конкурса возникнуть, он сразу приобретает достаточно яркие формы. И не только Facebook шумит, но и в целом обсуждают люди на улицах. У меня... про Евробачение. Да, про Евробачение. Мне на следующий день, после окончания всего этого дела, в ресторане официант спросил, так может все-таки вот те, у кого там были проблемы с наушниками, они смогут перепеть? А там какой-то... вот в этом году, Женя... Темный иностранец, да? Да. Я смотрел в этом фрагмент. году было 3 представителя, как африканских, да, и вот одна группа творчи, называется группа из Ивано-Франковска, или нет, из Тернополя, вот студенты-фармакологи, вот один темнокожий, второй украинец, вот с достаточно интересным современным таким электронным поп-саундом, вот группа, которой многие поручили победу, они были интересная достаточно песня. Вот. Они плохо спели, и возник скандал, что вокалист уверял, что у него в подслушке, которая в ушах, что он слышал только свой голос, но не слышал фонограммы. Соответственно, он не мог хорошо попадать в ноты. Вот. И на фоне того, что в этом году как-то скандалов было крайне мало вокруг Евровидения, многие связывают почему-то именно с моим именем. Вот. И на этом фоне этот маленький скандал, он так разгорелся хорошо, и, естественно, люди разделились на 2 лагеря. Да. Люди разделились на 2 лагеря. Те, кто несправедливо засудили, а вторые говорят, так надо научиться петь. Вот. Здорово. Любые скандалы к подобным конкурсам, они интерес повышают. Я нагадаю, сябры, што сёння госць нашага жывога эфіру гэта Віталь Драздоў, генеральны прадзюсар украінскага медыа-холдынгу Тавр Медіа. Мы ведаем Віталя Драздова, памятаем як вядомага радыёвядучага і дырэктара творчага аб'яднання «Дзеці сонца». І скрипача групы «Ляпіс Так, Трубецкой». натуральна. По мінуламу. Так, Віталій таксама сёлета быў сябрам журы украінскага адбору на Евробачанне. Вось, уласна кажучы, мы сёння і размаўляем на ўсе гэтыя тэмы. Слухайце, у меня яшчэ такое пытанне вось пра непазнавальнасць артыстаў у публікі. Так, у Беларусі гэта вялікая праблема, таму што заўсёды хто б што не выпусціў, дзе б не апублікавалі, заўсёды ёсць гэтыя дурныя нашыя пытанні, хто гэта. Што з гэтым рабіць? Нешта ўсё ж трэба артыстам больш клапаціцца пра свой імідж, пра тое, каб быць паўсюль і даносіць пра сваю творчасць. Ці ўсё ж гэта праблема ў журналістах, што мы сапраўды там нашыя навіны культуры выносім уніз нашых сайтаў, так? У чым справа?
очень глубокий вопрос, и он непростой, и ну, на него нету как простого ответа, так и нету простых действий, которые приведут к изменению этой ситуации. Мне кажется, главная проблема, ну, частично, конечно, проблема лежит в нашем менталитете. Нам всегда кажется, что когда кто-то со стороны нам скажет, что это круто, то ну, нам нужно какое-то подтверждение внешнее. Опять же, позволю себе тут старый, как говорится, анекдот про белорусов, когда спрашивают там, не знаю, там, у украинца, вам вот что больше нравится, это или это? Говорит, мне это. Там у поляка спрашивают, это или это больше? Мне это. Спрашивают у белоруса, вам что больше нравится, это или это? Он смотрит. Ой, не знаю, в принципе, и то, и другое симпатично. А вам что? Вот, поэтому это частичная проблема лежат, конечно, в области менталитета. Но главная проблема, мне кажется, все-таки в том, что наши информационные границы слишком открыты для восточного соседа. И вот по старой памяти мы считаем, что все, что сделано у соседа, оно круче на порядок. Периферийный синдром. Периферийный синдром. Однако это совсем не так, кстати говоря. Вот. И в такой ситуации развиваться поп-музыке, популярной музыке, попсе, грубо говоря, ей крайне сложно. Поэтому у нас всегда лучше развивались какие-то более-менее альтернативные жанры и инди-жанры, которые достигают достаточно неплохих высот и могут засветиться. Причем будь то рок-музыка, будь то хип-хоп музыка, вот она может как-то выстрелить. А поп-музыка, она всегда была как прыгнечина, да, вот Прыгнечина, и по-белорусски да. так само. Вот. И, соответственно, что с этим делать? Ну, я могу только судить по опыту Украины, вот, когда в начале 2000-х начало частично перекрываться вот это информационное пространство. Вот, там, я уже там, в «Комсомольской правде» нашей там говорил, потому что там телеканал был там один, стал 1+1, что означало, что да, они частично использовали программы московского ОРТ, первого телеканала, и частично начали делать свои передачи, и, соответственно, основное программирование телеканала все больше и больше наполнялось передачами местного, локального производства. Вот. В отличие от белорусских телеканалов, которые свое производство в основном делают только, наверное, новости, вот, а все шоу, развлекательные передачи все-таки предпочитают брать местное. Что происходило дальше? Не местную, а наоборот. Нет, все больше и больше становилось украинских телепередач, а российских передач становилось телеэфиров все меньше. Вот. То же самое происходило, ну, более правильно сработали квоты на радио. Они вначале были там году с 2005-го просто на украинских исполнителей и только с 2016-го на исполнителей, поющих на украинском языке. Вот. Затем после 2014 года была, в принципе, во многом перекрыта граница и для артистов, и обычная, а не только информационная. И что получается? Получается, на самом деле, интересная штука. Людям интересно следить за звездами. И при этом оказалось, что совершенно не столь важно, за какими звездами им следить. Вот. Им важно следить за звездами, которые им понятны. Которые, ну, за там Бейонсе следить сложнее, потому что у Бейонсе, ну, как говорится, риторика и проблематика вокруг нее, она американская, она далекая. За московскими звездами ходить легче. Да, они даже иногда в те же магазины ходят, там, соседи, да, по-моему, есть и в Москве, и у нас, да? Вот, но в целом они должны ходить по тем же улицам, эти звезды, жить на той же территории. Так вот, как я себе представляю, в принципе, для того, чтобы снимать там в телепередачах звезд и участвовать, приглашать к участию в концертах от радио звезд, понятно, дешевле всего своих местных звезд, да? Вот. И постепенно эти местные звезды стали все больше и больше приглашаться телеканалами в противовес российским. Вот. Украинских звезд в этих телепередачах, радиопередачах становилось все больше и больше. Вот. Поначалу еще российские звезды выступали в качестве хедлайнеров в таких передачах, да? Ну ладно, типа на одного артиста еще деньги, бюджет найдем, но остальные наполним, как говорится, вакуум местными звездами.
Но затем получилось так, что вот это минимальное внимание уже не по остаточному принципу, да, а внимание, которое уделяли медиа украинским звездам, остановилось все больше, и начали расти украинские звезды. И впоследствии оказалось, что на самом деле не нужно приглашать какого-то, условного говоря, Аллегрову, потому что она никому не нужна. Я на радио работаю уже 15 лет в Украине, и 15 лет мы занимаемся тем, что исследуем очень серьезным образом музыку, проводим много исследований, и каждая песня, каждого артиста, который может быть интересен аудитории, я могу сказать жизненный цикл его по отношению к тому, как его любят или не любит аудитория. Так вот, оказалось, что все вот эти вот Аллегровы, все эти Денисы Кляверы, Эмины, кто там еще сейчас, я видел, выступает, Чумаковы, в Минске кто сейчас выступает, я видел, вот, Сосо Павлиашвили оказались дутыми персонажами, они людям не нужны. Более того, Стас Михайлов, когда информационная накачка с российских телепрограмм стала меньше, оказалось, что Стаса Михайлова люди не любят. То есть его очень быстро забыли, и, в принципе, это достаточно посредственный как продукт. Ну, как посредственный? Он неплохой продукт, но такого продукта может быть много. Если бы вот подобные исполнители, они появятся, если Стаса Михайлова станет меньше, этот вакуум станет заполняться местными артистами. И в Украине появился там такой Олег Винник, может, вы слышали. Конечно. То есть артист, который рвет сейчас старшую женскую аудиторию на порядок больше, нежели рвал когда-то Стас Михайлов. А Стаса Михайлова, вот мы проводим тесты этих песен, что старых, что новых. Новые вообще людям уже не нужны, неизвестно. Да и старая песня, оказалось, не так люди уже любят, да? Как только исчезают с больших радаров эти российские артисты, имена, получается, что они очень быстро забываются, и этот вакуум заполняется местными артистами. А такого артиста, как Эмин, в Украине, в принципе, никто и не знает, понимаете? А тут он собирает Дворец Республики. Одним словом, это непростой процесс, я не знаю, как, что с этим нужно делать, но, очевидно, это консолидированное должно быть некое движение всех медиа Беларуси, постепенно эволюционными какими-то методами увеличивать количество эфирного времени, газетных полос, которые уделяются местным артистам, вот, и писать об их жизни, вот. Глядишь, и пиарщики артистов подтянутся, будут рождать хорошие, интересные пиар-поводы, которые будут интересны аудитории, вот. Одним Получается, это политика. Ну, как? Ну, вот решить эти вопросы можно с помощью внутренней... Нет, но если политика в широком смысле этого слова, ты имеешь в виду, а не государственная политика. Да, если в широком смысле слова, то, безусловно, это политика. Ну, так я извиняюсь, в нашей жизни все политика тогда. Вот, некое влияние. Если мы хотим что-то в обществе переделать к лучшему, то, я поклонник эволюции, а не революции, поэтому, мне кажется, это эволюционно можно изменить. Вот. Но, не знаю, это все-таки государство тоже должно к этому прилагать усилия, потому что... Прилагает у нас гастрольное удостоверение, есть такая тема, знаешь. Да, конечно, знаю. До речі, я на конт квоти. У нас, здається, уже давним-давно з'явилася ця квота, 70-50% беларускай музыкі ў эфірах, але, бачыце, яна ніяк не дапамагла. Мне падаецца, што это ўсё ж было нейкае такое штучнае. Во-первых, смотрите, если вот во всех ресторанах мы давайте введем, чтобы 75% всех продуктов были изготовлены из свеклы и картошки. Наверное, у населения возникнет какой-то в целом протест, потому что кто-то хочет пасту, там, я не знаю, какую-то ризотто, кто-то пиццу захочет съесть. Вот, поэтому, мне кажется, тут очень важно, чтобы процент это был достаточно, вменяемый и нормальным. После белорусского самое жесткое законодательство у наших соседей по радио, это было польская, да, вот, и там, если посчитать в целом по дневному эфиру, на самом деле было 18%. Там, по-моему, в целом по суткам 30%, но вот в дневных часах это было 18-20%. Это позволило польской музыке нормально развиваться. В Беларуси получилось так, что этот процент сразу был, чересчур высоким, и поэтому в эфир хлынуло огромное количество Говнеца, совершенно верно. И это сыграло плохую службу вообще для всех. Я всегда выделяю в отношении подобных вещей 3 как субъекта, которым это, может быть, интересно, полезно. Это аудитория, это артисты, это радио. 4-й субъект, может быть, государство, да? Вот. Аудитория, это было не очень хорошо, потому что аудитория получила сразу большое количество говнеца, как Евгений выразился.
артистам это было не очень хорошо, потому что снизилась конкуренция. Для того, чтобы попасть в эфир, не нужно было прилагать столько творческих усилий, столько сидеть в студии, стараться повышать свое качество продукта. Вот, в эфире брали гораздо там больше, чем могли. Вот, радиостанции, понятно, что не получили тоже ничего хорошего, поскольку падение радиослушания, которое было в Беларуси, оно было достаточно драматичным. Вот, там чуть ли в 2 раза, да, упала слушаемость радио музыкального. Вот, что понятно, что и четвертому субъекту государства это тоже не принесло ничего хорошего, потому что все первые 3 аудитории получили, пшик. То есть какие артисты появились? Через 3 года стало ясно о том, что кроме, пожалуй, наверное, Джей Морса и Алексея Хлестова на тот момент, 15 лет назад, никто в целом бонусов не получил. Но и Алексея Хлестова, и группу Джей Морс, они уже были в эфирах. Я их еще ставил, когда работал на Альфа-радио, в эфир, как и стало Крамбамбули и так далее. Для этого не нужны были еще квоты. Вот, поэтому качество продукта, оно упало, и, соответственно, еще больше подорвало доверие белорусской аудитории к белорусскому продукту. Одним словом, это было, на мой взгляд, непродуманное государственное решение. Вот, если бы эти квоты были меньше, но они бы немножко жестче контролировались, вот, то, наверное, это привело бы к более хорошему результату. Сейчас, насколько мне известно, этот закон, он как бы существует, его по определенным причинам не могут отменить, потому что нужно признать его неправильным. Вот. Но допускаются всякие уловки и ухищрения. Сквозь пальцы. Сквозь пальцы. И поэтому это не работает совершенно. И что происходило? Происходило еще то, что традиционный медиа-менталитет белорусский, это, давайте мы будем ставить не что-то оригинальное, а некую имитацию, некий референс, то, что похоже на западное. Поэтому в эфиры стали проникать какие-то песни, которые сделаны а-ля Бейонсе, не знаю, а-ля что-нибудь там, Modern Talking. Конкретно кавера. Да, конкретно кавера, вот. Но я закончил работать на Белорусском радио в 2003 году, и вот с 99 по 2003 я работал на Альфа-радио, и когда мы ставили и Крамбамбули, и Джей Морс, и да и Тини Толкай ставили, и так далее, то есть и разные ставили. Вот. Но было видно, что когда это ставишь, и это не 75%, а какой-то допустимый там процент, то я называю политика мягкого влияния, то аудитория постепенно начинает к этому привыкать, даже не привыкать, неправильное слово, аудитория начинает постепенно нравиться. Вот, и песня «Абсент», которая первая песня Крамбамбули, которая попала в радиоэфиры, я помню, что она там, недели через 4 вызывала положительные отклики не у аудитории, которая изначально леоновская, моуная, а вызывала у обывателей, которым там по 45 лет, там, и по 20 лет, да, люди говорят, так классная музыка может быть, вот. Поэтому я считаю, что любое блюдо можно переперчить, пересолить, и оно станет невкусным. Вот это произошло с белорусскими квотами. Если бы была более точная политика в этом плане, было бы гораздо легче. В Украине чуть не случилось примерно такое. Я в 2016 год провел там частично в зданиях, там, Верховной Рады в каких-то комитетах, когда мы боролись за то, чтобы все-таки этот квотный процент был не настолько широкий, тоже было огромное количество скандалов на эту тему. Вот. Но все-таки отстояли, и более-менее как-то, и радио не потеряло слушаемость, и вследствие этих квот появилось достаточно неплохое количество артистов, которые действительно и стараются, потому что в эфир не попадает лишь бы что, только потому что оно на мове. 2 хвилины у нас застаецца. Калі ў цябе вельмі тэрміновае пытанне? 2 хвилины до конца или Да. до перапынку? Так, до конца. Давайте я в 2 частях сделаю. Я быстро должен спросить, я обещал. Вчера Вопли Видоплясова выступали в Минске. Привет от скрипки. Спасибо. Пану Олеже, да. И директор Антон скрипки задал вопрос. Я говорю, Виталий Дроздов с ним утром встреча будет, интервью. Он говорит, спроси, пожалуйста, от меня вопрос. И как ему группа «Сказка»? Сказка. Это удивительный проект. Вот. Опять же, я когда ты меня спрашиваешь не как мне лично, да, как он нравится. Мне нравится. Второй альбом у них совсем такой альтернатив получился. Но если говорить со мной как с продюсером, что называется, а не как с меломаном, то это потрясающий удивительный проект, который по сути своей не является попсовым.
Вот, если послушать там 2 альбома, особенно второй, ты это увидишь, что там очень много переработанной в современном ключе этники. Вот, очень много каких-то замешано это все с интересными ритмическими рисунками и сэмплами вообще из урбан-культуры. Вот. И при этом это зацепило большую аудиторию, и вот там несколько дней назад они собрали дворец спорта. Там, около 10 тысяч человек. Вот. 2,5 года прошло со времени первого сингла и дворец спорта. Да, безусловно, какая-то часть аудитории. А давайте чуть больше запишем, потому что, повырезать же можно всякую А фигню. у нас же прямой эфир. Это эфир идет. В эфир идет, да? Ясно. А я думал, доброй раницы, там, вот это все. И, соответственно, я могу только гордиться, потому что я, знаю людей, которые этим занимаются, этим проектом. И я знаю... Никитин, который Сердючку продюсирует. Никитин занимается как менеджер в целом. Он как человек, который... Понимаешь, Никитин очень интересный продюсер. Он не очень сильно занимается музыкальными... Не сидит в студии и говорит, поменяйте сэмпл. Вот. Более того, Никитин никогда не толкает радиоротации. Он мне как-то лет 5 назад признался. Я говорю, Юра, а почему от вас никто мне не звонит? Виталий, а почему ты песню не поставил? Вот, он говорит, я так считаю, что если песня сама не смогла завоевать нужные ей позиции, значит, это плохая песня. Да? Это очень самоуверенная, конечно, позиция. Вот. Но он очень много работает с артистом, и он в артиста вселяет вот эту уверенность. Так подожди, ты хочешь уже расслабиться, или у тебя еще цель не достигнута? Вот. Он заставляет артиста делать так, что артист просто собирает все свои силы и пытается из последних сил рваться к мечте. Вот. Но там есть еще какая-то группа людей, там такой есть Андрей Уренев, который мой бывший коллега на Просто Радио когда-то работал, и на MTV Украина, вы, по-моему, знакомы. Вот. Он с музыкальной точки зрения толкает этот проект к каким-то, более там современным музыкальным формам. Вот. Поэтому там работает группа очень интересная над проектом. Я такой многословный, я извиняюсь. Слухайте, я апошняе пытанне ўжо. Вось 10 тысяч, так? В прынцыпе, малады гурт, які зусім не так даўно створаны. Мы пакуль маем толькі Макса Каржа, які збірае вялікія залы, так? І ўсё. Ці ёсць такая верагоднасць, што ўсё ж праз некаторы час, не ведаю, 10, 20, 30 гадоў спатрэбіцца, каб мы дасягнулі таго ўзроўню, у якім зараз знаходзіцца украінскі музычны рынок? Уверен, что всегда надежда есть, но вот смотрите, Макс Корж, или вот сейчас вот «Молчат дома», да, вот проект. Дома. Да, «Молчат дома». Мне кажется, «Молчат дома» больше нравится. Я так сама так называла спочатку, так? Вот. Я читаю, ни с кем же не общаюсь на эти темы. Вот. И много других проектов, обратите внимание, они все выстрелили за пределами нашей Родины. Вот. Это самое главное. И это очень печально. И если мы хотим увидеть с вами ренессанс белорусской музыкальной коммерческой поп-культуры, то, безусловно, нужно начинать делать то, о чем я говорил минут 10 назад. Это начинать менять отношение медиаработников к своему продукту и им гордиться. Когда я уехал в Украину, я еще долгие годы сотрудничал с сайтом «Эксперты Бай», в рамках которого слушал всю белорусскую музыку, которая выходит за каждый год. И я уверен о том, что в целом уровень таланта белорусских артистов, он ни чуточку не меньше, чем уровень таланта украинских артистов. Да, где-то продакшены, может, пока еще не на столь высоком уровне. Вот. Но все это, может и вырасти. Самое главное, это то, что вы в первую... наверное, радио... Тут грех жаловаться, радио всегда интересуется белорусскими артистами. Вот, но в первую очередь отношения моих коллег FM-радийщиков и отношения больших телевизионных каналов к белорусским артистам, вот что нужно менять. Я не знаю, как это поменять. Какая-то конференция большая с ними нужна, или что-то такое, или какой-то тайный сговор, не знаю, индустриальный. Но в любом случае, без того, чтобы немножко поставить
хотя бы небольшой заслон для проникновения всякого трэша из России, чтобы это освободившееся пространство начал занимать белорусский продукт, вот без этого никак не обойтись. И я скажу, что я сотрудничаю с белорусскими некоторыми радиостанциями, там помогаю им, консультирую, вот. И у меня получается, в принципе, убеждать этих товарищей о том, что не нужно запускать каверы или что-то, что как калька, похоже очень на зарубежное, о том, что нужно использовать какие-то, ну, как бы более оригинальные музыкальные произведения. И они начинают это ставить. Второе, что мне получается говорить, потому что, ребята, не нужно делать так, чтобы пытаться засунуть белорусскую музыку в музыкальное гетто, да, в рамках эфира, там, в ночь, в вечер, в какие-то неслушаемые часы. У меня для них есть нормальное объяснение, потому что, то есть, радио, когда слушатели его включают, оно по возможности должно быть однородным, когда бы ты его не включил. Ты его включил, оно примерно одинаковое. А когда у вас там одни белорусские песни, а там нету белорусских песен, это не очень правильно в долгосрочной перспективе. Вот. И эти ребята уже понимают, это ведущие белорусские ФМ-станции, и постепенно я смотрю, у них белорусские исполнители начинают играть не только в этих вот гетто-часах, да, а и в других часах, которые нормальные. Потому что именно такой подход позволит сформировать больше внимания для белорусской музыки. Внутренний рынок. Внутренний рынок. И оно окупится потом. Вот. Дякую, Віталь. Да, слишком долго. Мы б яшчэ гаварылі з вами, это правда. Я нагадаю, што сёння гость жывога эфіру Еўрарадыё гэта Віталь Драздоў, генеральны прадзюсар медыахолдынгу Таврмедыя. Гэта найбуйнейшы украінскі медыахолдынг. Віталь наш любімы з вами радыёвядучы ў свой час і дырэктар творчага аб'яднання «Дзеці сонца». Дзякуй вялікі, прыязджайце да нас яшчэ. Дякую. Дякуй. Шчасліва.